А как думаешь, что в тебе самое интересное? Витальность. Витальность? Ага. То, что ты жизнью наполнена. В этом смысле вита? Да. Ну, то есть, что я очень... Ну, то есть, мне иногда очень это сильно мешает по жизни, но я очень ярко переживаю как и радостные моменты жизни, так и горькие. Меня это очень вдохновляет. Угу. Ну что, готово? Угу. Всем на ходот. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях художница бурят-театра Натали Кейт Пангелинен. Натали родилась, выросла и работала в Москве, но уже год. Год, Натали? Да, практически. Год живет в Улан-Удэ. Привет, Натали. Привет, Макс. Ты можешь, Натали, объяснить, как так получилось, что ты оказалась здесь, в Улан-Удэ? Угу. С какого момента начать? Чтобы не очень это долго было, по возможности вкратце, но чтобы все было понятно в то же время. Хорошо. Я театральный художник. И после окончания вуза особенно меня стали приглашать на разные постановки. Вот. И меня пригласили здесь на постановку. «Судьба в чемодане» называется. «Хуби зая ане чемодан». «Хуби зая ане чемодан». Правильно, нет? Чуть-чуть. Ну, да, шикарно, я считаю. Вот. Там был режиссер, худрук театра Саян Джамбалов Цитыпович. И так сложилось, что главная художница, которая работала до этого, планировала уже уехать. И, значит, что дальше? Ну и дальше мне сделали предложение, я подумала об этом и согласилась, но приехала сюда уже в марте месяце. Ясно. Обычно после людей из Улан-Удэ в Москву сваливают, а ты тот случай, когда человек из Москвы свалил в Улан-Удэ. Это что, такое типа дауншифтинг, Натали? А что такое дауншифтинг? Ну, это когда чуваки типа выбирают себе жизнь попроще и все такое. Да не, я не сказала бы, на самом деле. Я когда вот уехала и рассказала про эту всю историю своим однокурсникам бывшим. Это москвичам? Москвичам, да. Ну, то есть они сказали, ну да, мы так предполагали, что ты так сделаешь, потому что ты хотела еще в студенчестве поехать куда-нибудь в Штат. А ты в Москве могла бы себе работу найти при желании? Могла, да. То есть это не тот случай, когда ты, типа, у тебя там ничего не получилось, и ты такая приехала, ну ладно, поеду сюда. Не, я бы даже сказала, что в этом, ну, если в вопросе там каких-то финансовых, то... Это вообще нет безысходности, ты здесь сказала. Нет, даже скорее это был такой момент, что, а готова ли ты, ну, как бы, некоторую аскезу? Типа, готова. Это, типа, можно сравнить, получается, что если бы я сейчас, типа, все бросил бы тут и поехал бы куда-нибудь в Курмкан, библиотекарем работать, не знаю. Нет, нет. А почему на это не похоже? Ну, я не считаю, что я прямо очень много потеряла, уехав. Ну, то есть для меня это... А ты думаешь, я в Курмкане потерял бы много, если бы уехал бы туда? Возможно, нет, тоже, кстати говоря. Да. Продолжи. Да. Вот. Мне кажется, что я здесь, наоборот, как-то приобретаю какие-то вещи. Я вначале сказал, что обычно улан-удэ сваливают в Москву. Ты знаешь, почему? Можешь предположить? Ну, конечно, могу предположить. Во-первых... Что в Москве такого есть? Да дело не в Москве даже, на самом деле. Я вот разговаривала с людьми из Владивостока по этому поводу. Но это как бы вообще, в принципе, потребность поколения. Через какое-то поколение люди, во-первых, хотят поменять свое место жительства очень часто. Ну и как, в Москве вся сила, брат, ну то есть вот это все, ну, конечно, естественно. Это правда, да? Почему тебя не интересует московская сила? Да, не знаю, ну то есть она не то, что не интересует, я на самом деле считаю себя человеком в этом смысле мира. Ну то есть, как тебе сказать, в Москве действительно очень много возможностей, и ты можешь очень легко наработать какие-то правильные контакты и связи. Ну, не знаю, то есть я просто это знаю отчасти, и поэтому, возможно, мне захотелось что-то еще. Шикарно. Да. Наталья, что ты знала о Бурятии до того, как приехала сюда? Не особо много, честно говоря. Ну, хоть что-нибудь знала? Или Конечно. вообще ничего? Знала. Скажи, что за какие стереотипы первые? Мой один хороший иностранный знакомый рассказал то, что он мечтает съездить в Улан-Удэ еще до ковида и, значит, поисследовать... Иностранный? Иностранный. Из кап-страны какой-то? Ну, из Европы, да. Вот. И я еще удивилась, такая подумала, ого! И он говорит, да, я еще и был в Монголии к тому же, и поэтому меня этот регион очень интересует. Вот. И, наверное, это был первый какой-то фокус. Это было, наверное, несколько лет назад, наверное, лет 6 назад. Вот. Ну и что ты знал-то о Бурятии? Короче, ты ничего не знала? По факту я ничего не знала. Хорошо. Было какое-то заблуждение по части Бурятии? Типа ты думала, что вот так, а приехала, а оказалось, что нифига не так? Ну, скажу, ну то есть...
Что-то оправдалось, что не оправдалось. Не оправдалось то, что я думал, что здесь я не найду людей единомышленников, наверное, вне театра. Они нашлись здесь? Они нашлись, да. Хорошо. Вот. А что оправдалось? Ну, я себя не чувствую безопасно ходить по дорогам поздно вечером, по улице, где я живу. Серьезно, да? Ну, что-то как-то, да. Ну, особенно вот я приду вот со своими вот этими наклейками, не знаю, или... Наклейки и жемчужинки под глазами? Ну, вот эти, да, пластмассовые жемчужинки. Они как-то привлекают людей, в смысле, что-то плохое сделать по отношению к себе? Ну, там сразу, мадам в красном пальто, подскажете. Хорошо. Замечательно. В общем, интересная коммуникация. Ты была где-нибудь, кроме Москвы и Лонды? Да. Где, например, Наталья? В России? Хоть где? Ну, в России я проезжала по Транссибирской магистрали на поезде от Москвы до Владивостока. Следовательно, мы даже проезжали, естественно, город Улан-Удэ, но мы там не останавливались. Вот. Но 7 городов мы посетили. Ну и плюс еще очень много городов, в которых я работала как художник. Были города, которые тебе больше, чем Улан-Удэ, понравились? Больше, ну, то есть это тоже сложный вопрос, потому что я бы сказала, что вот город Улан-Удэ вообще отличается типа от всех. Расскажите немного про Улан-Удэ. Город Улан-Удэ. Чем он отличается, что в нем такого, что ты имеешь в виду? Ага, это, значит, такая, с одной стороны, здесь есть очень много того, что сходится во многих городах, которые есть в России. Например, есть площадь Ленина. Но везде это такой Ленин стоит. У нас нет площади Ленина, у нас площадь Советов называется. Площадь Советов, да, вот площадь Советов, сори. Есть улица Ленина однозначно, ну как бы она же есть везде. Если соединить все улицы Ленина России, то получается длина, которая даже длиннее, чем Транссибирская магистраль. Amazing. Потрясающий факт. Вот. Просто обожаю его везде вставлять. К месту, продолжай. Вот, значит, здесь очень много смешано, значит, с точки зрения архитектуры такой вот постсоветской истории, но при этом это все, естественно, прибавляется с культурно-этническими особенностями этого региона, и это меня очень сильно впечатляет. Ну и впечатляет поэтому, как общество себя ведет, как существует, какие у них есть в этом смысле взгляды на какие-то вещи. Хорошо. Где тебе больше нравится здесь в Улан-Удэ? Ой, у меня есть тут очень много любимых мест на самом деле. Озвучьте их, пожалуйста. Ну, то есть, это как эстетически. Ну, нет, мне много на самом деле. Мне нравится центральный рынок. Мне нравится улица, где Бузная. За что нравится центральный рынок? Как художник, колоритное место. Потом Бузная улица, это Шанхайский квартал. Да, там есть замечательное место, вот этот, где Бузы, Белый тигр, обожаю. Вот. Потом, значит, ну и Волгинский Дацан, и это тоже меня, конечно, естественно, но это не Улан-Удэ. Потом, значит, супер впечатление жизни – это ПВЗ. Ну, вот это вот место, где лесенка наверх ведет, и там тоже Ленин. Что там впечатлило в этом? Почему это прямо супер впечатление жизни? Это просто, ну, то есть я просто там оказалась практически на рассвете, летом, и поднялась наверх, и так как вообще в городе Улан-Удэ есть некоторая такая странность по планировке градостроения, она такая вся путанная немножко, и тут я выхожу, а там такая, типа прямая линия. Как будто очень подумали, прежде чем строить. Подумали, да, прежде чем построить, и это такая немножко испанская лестница в Риме, только в Улан-Удэ, и я подумала, круто. Ну, и мне нравится вообще вот этот микс того, что, допустим, здесь какие-то панельки, дома, и сзади вот этот вот эти холмы восхитительные как бы находятся, это очень-очень красиво. Блеск. Да, и солнце есть. Солнце самое главное. А ты упомянула, что ты не чувствуешь себя безопасно в районе, где ты живешь. Это мы о каком районе говорим сейчас? Приречная, Трубачеева. Улица Трубачева. Да. Ты сама выбрала квартиру или тебя тогда театр пустил? Нет, театр пустил, но мне сама квартира очень нравится. Вот. Ты же сам у меня там в гостях был. Отличное душевное место. Вот. Да. Поэтому, то есть, просто вот поздно вечером не хожу пешком там. Хорошо. Там еще клуб 69 напротив. Вот там я не был, кстати. А вот был концерт Хаски, кстати, там. Ты ходила? Я ходила, меня Маша позвала. Шикарно. Гадальщица вот только что приходила. Я понял, в этом. Кайфанула. Ну, это, знаешь, такое было, типа, куб в кубе. Ну, то есть он поет про Улан-Удэ, Байкал, и ты как бы это видишь. И ты в Улан-Удэ. Да, и ты в Улан-Удэ. В смысле, типа, очень странно. Окей. Что бы тут изменила, Наталья Кейт, если бы могла бы чего угодно поменять?
Да, так, ну это прямо сейчас будут дебаты, как будто бы я такой избирательной кампании депутат. Значит, депутат Наталья Кейт Пангелинон, чтобы изменила в Улан-Удэ. Голосуйте за меня. Но, наверное, я бы изменила бы именно город. Вот, в принципе, даже то, что говорил Варламов про город Улан-Удэ, я согласна с ним, что здесь очень плохо продуманы, во-первых, какие-то пешие ландшафты, проходы. Ну, то есть, наверное, вот это первый пункт. Второй пункт. Ну, мне кажется, что сейчас вот то, что делает типография, она как раз к этому и стремится. И поэтому... Типография, мне кажется, тут надо контекст немного пояснить, потому что типография для большинства улан-удэнцев – это место, где печатают газеты. Да, ну вот. Ты расскажешь? Нет, ты, конечно. Ну хорошо. Ты же гость. Да, хорошо. Значит, есть такое замечательное место, которое появилось относительно недавно в городе Улан-Удэ. Называется организация, или как это называть, хэп-хаб. Ну, то есть место. Оно находится в республиканской типографии. Если нас смотрит аудитория не из города Улан-Удэ, то я могу это сравнить место с винзаводом, артплеем, который есть в Москве. Ну и вообще такие точки бывают очень много где в мире. Это обычно какие-то такие индустриальные заводские пространства, куда заселяются куча всяких творческих, замечательных людей. И внутри этой институции очень часто происходит очень много каких-то полезных для города вещей, связанных там с искусством, с взаимодействием городских жителей и, не знаю... И пьянок заодно. Ну, это как одна из частей, мне кажется, такой коммуникации людей. Да, продолжай, пожалуйста. Да. Вот, ну то есть сейчас вот я даже как-то вступаю в коммуникацию, общаюсь с ребятами, которые занимаются всей этой деятельностью. Мне кажется, что это классно. Ну, то есть они вот сейчас, допустим, планируют вот эту историю с экологией поднять. С экологией? Я не в теме, что там планируется. Так что... Ну, то есть... Далее можно сказать, что сейчас напротив меня сидит выдающаяся художница? Нет. Почему? Фу. Ну, потому что я не считаю, что надо людей выделять на выдающихся и не выдающихся. Ну, либо надо, чтобы ты тогда, а напротив меня выдающийся Максим. Тогда я соглашусь. Типа два выдающихся тут пришли попить чай. Я не согласен на эту оценку. Ну, и я не согласна на оценку, что я выдающийся, поэтому... Я вбивал в Google твое имя, когда готовился. Ты вбивал свое имя в Google? Мне приходится иногда это делать. Что там вылазит, помнишь? Значит, ну там сейчас очень много всяких улан-удэнских интервьюшек. Ну да. Но там что-то ничего, никаких работ твоих не вылезло совсем. Да, не вылазит. Ну там какие-то древние штуки, типа с 13-го года что-то какие-то такие выплывают. Почему мы не видим твоих шедевров в интернете? Не, ну я что-то выставляю в Инстаграм, например. Что-то есть отдельно? Есть какие-то работы, которыми ты горда прямо? Я тебе могу показать свое портфолио. Вот ты можешь сейчас, допустим, 3 работы перечислить, за которые реально гордость спирает? А мы их сейчас покажем. Где, в театре? Хоть где, те, которые можно показать на экране телевизора. Хорошо. Наверное, это экспозиция на выставке «Итоги сезона», посвященная поэме Горбунов-Горчаков, раз. 2, надо какую-нибудь графическую работу, мне кажется. Давай. Типа, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, просто перечень моих линейной графики, мне кажется, что довольно неплохо графику делала. Что-то показали. Что-то показали. И, допустим, я сделал неплохие эскизы к пьесе «Король умирает», которую режиссировал Олег Тумов. Да. Хорошо, 3. Ты свое веское слово еще скажешь в мире искусства или тебя, в принципе, все устраивает, как есть сейчас? Ну, это хороший вопрос, потому что... Твое имя же сейчас не гремит, правильно я понимаю? Ну, в зависимости в каких или средах. Так, побрякивает иногда? Ну, что-то побрякивает иногда. Хочется, чтобы погремело? А время покажет. Я не знаю, я в этом смысле. Не, а тебе хочется или не хочется? Я не говорю, будет греметь или не будет греметь. Ну, у гремения же плюсы и минусы есть. Ну, типа, чем больше гремишь, тем больше гремят о тебе. И это плохо, да? Или хорошо? Ну, для кого-то плохо, для кого-то хорошо. Я ко всему отношусь в этом смысле, ну, как есть, так есть. Ну, то есть иногда так гремит. То есть первый раз, когда погремело, ты такой немножко напрягся, типа там начали какие-нибудь комменты выходить, еще что-то. Можно быть клевой художницей, но про тебя никто не гремит? Конечно. Можно, да? Конечно. Хорошо. И можно быть паршивой художницей, но про тебя все будут греметь? Конечно. Хорошо, отлично. Кто для тебя вообще крутой деятель искусства? Есть у тебя какой-то чувак, которого ты можешь сейчас как пример привести? Чтобы вообще прямо космос охереть. Космос охереть? В театре? Вообще неважно. Ну, в театре, наверное, Ромео Костелуччи. В
изобразительном искусстве. Кого-нибудь бы сейчас хочется из современных, наверное. Мне нравится, здесь такая иллюстраторка Вика Пика. Мне очень нравится то, что она делает. Вот я бы ее Понятно, не кто это. А есть какие-нибудь произведения искусства, которые, допустим, способны вызвать у тебя глубокие эмоции? Да, есть. Например, что это? Ну вот я рассказала про, значит, Ромео Костелуччи. Для меня много что вдохновляет. Музыка, кино, театр. Ты можешь Могу плакать, по каждому например? блоку типа так пройтись, да? Ну давай. Смотри, значит, театр — это Боб Уилсон, сонеты Шекспира. Как ты быстро вспоминаешь? Давай Я же тоже подумала, что он меня спросит, конечно. Хорошо. Да, это что, кино? Это как экзамен. Кино, значит, Кикуджира Такеши Китано. Кикуджира Такеши Китано, это где музыка играет Summer. Да. Па-па-па-па-па-пам. Ага. Потом, значит, изобразительное искусство. Ну, давай возьмем, это такой художник эпохи Возрождения, пускай будет Пьеро де ла Франческо и Джота. Вообще хз это, ладно. Но они кайфовые, потом посмотришь. Потом, значит, кто там еще у нас? Музыка. Музло, да. Генри Пёрсел. Кто такой вообще? Опера. Генри Пёрсел. Это барочный, короче, классный английский оперный исполнитель. А эстрадного исполнителя можешь назвать? Вот, можешь, допустим, советская эстрада или что? Советская эстраде. Российская? Конечно. Ну, вот этот, который на заре, мне кажется, очень классно. Потом, ну, то есть, или ты хочешь прямо каких-то и персонажей? Да нет, я хочу того, что ты хочешь. Шура, мне кажется, довольно яркий. Ну что ж, хорошо. Ты в Буржаме работаешь как театральный художник. Как главный художник. Как главный художник. Можешь объяснить для людей, кто не в теме, чем ты там занимаешься? Да, конечно. Будь добра. Значит, у меня есть несколько линий обязанностей. Если бы я была просто театральным художником, то я бы просто придумывал бы там декорации и костюмы к спектаклю. Хорошо. Если вкратце. А главный художник, он немножко еще административную деятельность там отвечает. То есть... Короче, ты других художников строишь, ходишь, типа? Ну, и других художников, грубо говоря, но и там внешний облик вообще, то есть... Театра? Театра, да. Да? Конечно, да. Что-то там изменилось с твоим приходом? Да, вот мы, например, форму отшили новую для сотрудников. Это тяжелый труд, Наталья Кейт? Ну, я к нему была готова. Да. Ну, это тяжело, типа, да? Ну, очень, да, конечно. Можно сказать, что Бурятии повезло, что ты сюда приехала? Мне кажется, что да. Почему? В чем везение-то? Ну, я трудяга. Я столько работаю, мне кажется, что в этом смысле и повезло. То есть, по-любому, получается, здесь стало лучше с твоим приездом? Да. Хорошо. Как тебя завербовал Бордрам? То есть, там денежное было предложение или чем они тебя приманили? Меня приманило то, что там не душно. В каком смысле не душно? Душнил не? Мало? Да. А вообще имеются там душнилы? Нет, ну вот со мной вообще не сталкивался. Серьезно? Да. Ну, может быть, типа, я не знаю, как-то Потрясающе. со мной все такие миленькие, хорошие. Хорошо. Короче, душнил нету в Бордраме? Да, нету душнил. Там очень дружный коллектив, классные... Ну, то есть вообще вот вся вот эта тема, связанная с бурятским языком и искусством, это классный кайф для меня, как для художника. Так ты же не говоришь на нем? Я не говорю на нем, да. Но это для меня при этом все равно же, грубо говоря, ты же можешь восхищаться итальянским возрождением, не зная итальянский язык. Что тебе мешает? Ну, ничего. Ну, вот и мне ничего не мешает. Хорошо. Вот. Потом, значит, есть Сайжин Джамбалова, который мне очень нравится как режиссер. Ну, типа вообще просто. А что в ней такого? Она довольно очень, мне кажется, ну, то есть мы с ней очень сходимся в каких-то эстетически визуальных, во-первых, историях, ассоциациях. Эстетически визуальных. То есть вы примерно одинаково воспринимаете красивые типы? Да. И человеческий контакт очень хороший. Хорошо. Ты в Москве, кстати, если была бы, ты больше бы зарабатывал, чем здесь, в Бурят-театре? Ну да. В разы? Да. Ух ты. Ну, типа, я не могу сказать, как я работаю. Ну, типа, грубо говоря. Да. Я не совсем в Москве работаю. Ну, то есть, вообще все московские сценографы, они работают по проектам. Ну, то есть, тебя позвал московский режиссер на спектакль, а его в свое время позвали, там, не знаю, в Курган, в Абхазию, ну, типа, фиг его знает, ну, куда угодно, короче. И ты можешь вести сразу же, там, по 3 проекта, там, в месяц. И, следовательно, за каждый проект у тебя договор,
Ну, и если ты супер суетливый, то ты как бы... Я понял, там можно езжать хорошо на встречу. Ну и плюс роялити, авторские права. А ты здесь получается, зарплату, или у тебя тоже здесь проектами с Бодрома? Зарплата. Я же зарплата. на контракте работаю, конечно. Замечательно. Слушай, а сколько тебе вообще надо вот здесь в Улан-Удэ, чтобы комфортно себя чувствовать? Ну, вот сколько я еще получаю этого, то есть, чтобы, то есть я не откладываю никакие средства, то есть это вот так вот. Тебе хватает только, ну, то есть нормально Да. хватает. Ну, Это тысяч, наверное, 25 где-то. Ну, я не хочу это обсуждать. Хорошо. Но я близок. Ну, я не буду обсуждать. Хорошо. Это этический вопрос. Замечательно, я понимаю. Москвичи, кстати, не очень любят про деньги говорить. Почему? Мне кажется, в Москве сложнее говорят про деньги, чем здесь. Для них это более тема такая, ну, она более личная, более... Мне кажется, на Западе люди очень не любят говорить про деньги. Типа, американцы это вообще спросить, типа, сколько ты получаешь, это с кем ты спишь. Что-то типа того. И Москва это, я думаю, что-то среднее между Улан-Удэ и Штатами. Ну, в чем-то, может быть, ты и прав, я сейчас думаю. Но я знаю две категории людей в Москве. Скажи, пожалуйста. Первая, которая ноет, что денег нет. А вторая – это категория людей, которая… В России тоже есть такая категория людей. Вот, а вторая категория людей – это которая, знаешь, возможно, не говорить свою сумму, потому что… Возможно, Ну, то есть вот, типа, я пришел в кафе, типа, я там, не знаю, какой-нибудь деятель, вот с тобой навстречу, ты заказчик. Я достаю свой последний iPhone, и, ну, как бы я себя пытаюсь очень высоко оценить. Да, типа, смотрите, как я получаю бабки, и с вас мне надо получить не меньше. И с фига я буду тебе говорить, что я на самом деле взял его в рассрочку, и, ну, как бы… Нет смысла. Ну, вот, нет смысла. Да. Ну, и сейчас тоже, если ты скажешь, потом вдруг ты очень много неприлично получаешь, а потом твои коллеги скажут, нихера она офигевшая. Ну, такая ситуация возможна? Да, конечно. Или наоборот, мало. Да. Ну, мне кажется, еще Россия вообще вот в целом, как страна, суеверный народ в этом смысле, я вот подумала. И поэтому, возможно, не принято хвастаться. Интересно. Ну, хотя есть же блогеры всякие, которые говорят, я зарабатываю миллионы. Очень много таких, Наталья Кейт. Вот. Блогеров и блогерок. Блогерок, да. Кстати, ты сейчас феминитив сказала, когда мы говорили на какую-то предыдущую тему. Ты за феминитивскую тему прешь, да? Не, я просто считаю, что вот если человеку комфортно, чтобы его называли именно по феминитиву, то, типа, почему бы не назвать? Я просто знаю, что она, наверное, бы хотела, чтобы она была К. Ну, как бы, иллюстратор К. Хорошо. Вот. А ты себя как позиционируешь, с феминитивом или без? Да мне и так комфортно. Пофиг вообще, да? Да. Хорошо, ладно. Окей. Можешь 3 прилагательными охарактеризовать бурят-театр сегодня? Да. Будь добра. Значит, прилагательными. Да. Традиционный. Традиционный. Все-таки они традиционные. Ну, они это, ну, как бы традиция, она же может быть разная. Хорошо, традиционный. Значит, обновляющийся. Обновляющийся. Это идея причастия. Извини, я же наполовину Плевать, русская. сгодится, простительно. Вот. И, допустим, традиционный, обновляющийся. Ну, очень глупое будет такое, красивый. Красивый, хорошо. Он очень красивый. Как тебе в Бурдаме с бурятами живется? Хорошо. Ну, они как-то меня даже, мне кажется, знаете, в каком-то смысле оберегают и опекают. Ты уже разобралась, что это за люди такие, буряты? Ну, наверное, в каком-то смысле, я не скажу, что я такой прямо супер знаток людей, но да, в каких-то вещах, да. Что это за народ? Ну, это люди, которые очень часто сдержаны в эмоциях, ну, способны на какие-нибудь, ну, то есть вот человек может там, допустим, молчать, а его что-то не устраивает, и потом выразить это как-то очень резко, ну, то есть если какое-то такое действие произойдет. Но при этом, ну, все равно, вот, если человек раскрывается, он очень душевный, хороший. Хорошо. Так про русских обычно часто, кстати, говорят. Ну, здесь нет, здесь на самом деле, ну, может быть, просто я говорю, что я же общаюсь с определенной категорией людей. Слушай, а ты такие фишки там сечешь, типа кижингинские буряты, там какие-нибудь закаменские буряты, иравнинские, или это для тебя просто буряты и буряты? Нет, ну я начинаю в это вникать, потому ты поняла, что… что такая тема имеется? Есть, да, конечно. И в бурят-театре тоже есть? Конечно. А в чем выражается? Ну, просто типа шутками. Ну, типа, а я вот хорецкий, а я вот такой-то, и все. Ну, как бы, я спрашиваю, а в чем дело? Они такие, да, просто ха-ха-ха. Хорошо. Слушай, а русские, кстати, отличаются? Русские в Москве и русские в Бурятии? Да нет. Ну, то есть в смысле того, что, ну, вот с кем я из русских общаюсь, вот с Таней, Таня отличная. У тебя буряты все тут в кругу общения, да? Да. У тебя буряты одни. Хорошо. Норма работать в бурят-театре, если бурятского не знаешь? Ну, круто было бы его знать, потому что все-таки моя профессия связана с текстом. Но для меня это как такое новое, все равно, как сказать,
вызов себе. Хорошо. У меня такая история, я несколько раз там бывал в бурят-театре, я замечал, что они на сцене, типа, ну, по-бурятски же играют, Ну да. а между собой обычно все по-русски разговаривают. Ну, как тебе сказать, у них бывает так, что они по-русски говорят, а потом пейпс и переключаются на бурятский. И ты такой сидишь, ну, я уже начинаю что-то иногда предполагать, о чем речь идет, контекстуально. Ну, там реально вы когда там выпиваете или на гулянках, что-нибудь такое, в основном по-русски разговор. По-разному. Ну, то есть, мне кажется, что они по-русски при мне говорят из вежливости. Вот так вот, да? Чтобы не обидеть. Ну, типа, иначе они, ну, то есть, иногда они начинают что-то говорить по-бурятски, а я же не понимаю, и, ну, мне кто-то переводит. Натали Кейт — это филиппинское имя какое-то старинное, я так понимаю. Ну, не то чтобы старинное, но с 93-го года рождения присвоено мне. Ну, там просто принято два имени иметь, и все. Но это, типа, обычная история для филиппинцев, вот именно Натали Кейт. Слушай, странно, но вот я даже гуглила, ну, типа, Натали Кейт, когда вот даже там почту заводила. Это похоже заводила. на какое-то англосаксонское имя больше, чем на филиппинское. Испанское влияние. Ну, то есть Филиппины же в свое время испанцы завоевали, и да. там очень много всяких испанских штучек У дрючек. тебя папа филиппинец. Папа филиппинец. Ну, счеты по-испански, например, типа там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и все такое. У папы тоже испанское имя? У папы просто Рональдо. Просто Рональдо как футболист, ни хрена себе. Да, он так каждый раз и говорит. Как футболист. Слушай, а у тебя в паспорте, получается, ты Рональдовна? А там прочерк стоит у них всегда. Все понятно. Типа, Я понял, да. И вот все время в российской действительности, когда стоит отчество какое, и типа нету. Что же это могло значить? Там всегда так. Окей. У меня друзья китайцы, у которых папа китаец, они тоже без отчества. Видимо, такая же история. Хорошо. Но тебя все называют типа Натали или Натали Кейт. Тебя Наташа, тебя Катя можно называть? Катя и нет, вот что-то меня Катя бесит к себе отношения. Наташа супер, ну типа у меня домашние все Наташи. Хорошо. Ты наполовину филиппинка, наполовину русская. Больше себя филиппинка или русская ощущаешь? Ну, сложный вопрос. Наверное, больше русской, потому что я в России провела большую часть времени. А есть, кстати, филиппинский паспорт? И детские есть вообще, вот младенческие, если его продлить, то да. То есть, по сути, двойное гражданство получается? Ну да, ну я говорю папе, ну вот, допустим, я очень хочу обновить филиппинский паспорт, и классно было бы получить филиппинский язык. Вот, а он говорит... Получить филиппинский язык? Ну, выучить. Получить, ну, типа, допустим, какие есть варианты для этого, для этих событий. Вот, он говорит, ну, твой паспорт филиппинский, на самом деле у тебя меньше шансов, допустим, с ним путешествовать, потому что филиппинцы больше игнорят, чем русских, ну, потому что, видимо, они очень часто везде едут зарабатывать деньги. Вот. Но при этом, почему бы и нет? Ну, классно иметь паспорт филиппинский. Хорошо. Ты гордишься, что в тебе течет филиппинская кровь? Конечно. В чем предмет гордости? Ну, потому что она мне дана. Ну, то есть, разверни конкретней вопрос. Ну, то есть, типа, грубо говоря, это как вопрос, ты гордишься именем, которое тебе дали? Ну да, оно же мое. Это моя идентичность. Хорошо. То есть никаких особых заслуг ты не видишь, чтобы гордиться дополнительно? Ну, там, типа, какие-то деятели или что-то в этом роде? Может быть, у вас есть какая-то уникальная черта, которая делает тебя особенной, не такой, как все, или уникальной? Вот двойное имя Натали Кейт. Классное. Согласен. А в том, что тем, что русская кровь течет, тебе гордишься? Да. Почему? Ну, как почему? Потому что... я не знаю, это сложный вопрос, потому что я здесь родилась, ну, то есть, в смысле, вот ты гордишься тем, что ты бурят? Вот, извини, сорян за это, что я тебе ответочку задаю, но просто я хочу как-то сама себе развернуть. Мне пофигу. Ну, то есть, это бурят, я принимаю с благодарностью, что так получилось, но особого предмета гордости... А что значит гордишься вот тогда? Вот, может быть, я неправильно тебя тогда поняла, ну, то есть, в плане того, что, типа, буду ли я ходить вот так с флагом и это? Да. Да нет, скорее, типа, вот, ну, вообще, касаемо каких-то своих идентичных моментов, ну, то есть... Типа, родилась в мире, и, типа, горжусь тем, что родилась в мире. Ну, типа, вот такая, скорее, на белом тема. свете я живу. Типа, да, это я неправильно, короче, загнула тогда тот ответ. Хорошо. Расскажи немного за Филиппины. За Филиппины? Ну, могу рассказать, например, откуда мой папа. Значит, мой папа живет, родился, значит, в деревушке, вот, и, значит, у них были такие бамбуковые дома. Он был самый маленький из всей большой многодетной семьи, и всегда он любит рассказывать свою историю успеха с того, что ему доставалось хвостик от рыбы, потому что он самый младший. И потом он взял, и так как Филиппины очень тогда на тот момент в советское время дружили с коммунистическими всякими темами, он, значит, поехал учиться в Ташкент на инженера-мостостроителя. Вот. Если говорить про Филиппины, Ты когда последний раз там была?
Я там последний раз была вот как раз конкретно в супердетстве, когда только начинала говорить. Офигеть. И я не возвращалась. Вот, поэтому мне очень сложно рассказать про Филиппины. Ну, то есть я как бы знаю про Филиппины лишь то, что я узнаю по чатам, которые у нас есть на Фейсбуке, в Pangolin and Family. Это типа как у нас в Вайбере у братьев. Да, там типа стикеры типа God Bless, вот эти блестящие, каждый с днем рождения поздравляет. Вот, по рассказам папы, ну и по, наверное, средствам массовой информации, которые есть. На самом деле, когда я закончила учиться, я очень мечтала, что мы взрослыми 3 сестрами поехали бы вместе с папой на Филиппины и со всем этим познакомились как-то с родственниками, с корнями. Но почему-то эта ситуация сейчас не происходит. Ну, надеюсь, что произойдет. А ты знаешь родной язык свой, филиппинский? Нет. Как он называется? Тагальский. Тагальский, да. Но они в основном же говорят все на английском. Поэтому, ну, то есть я с роднёй общаюсь по-английски. Но у них он другой совсем, чем английский. Или там американский английский. Ну, переписки такой же. Да, типа абсолютно. Типа грамматика и лексика вообще. Да. Поэтому, ну, то есть... А фонетика? Ну, у них, мне кажется, типа, есть некоторый акцент, но так как мой папа, вот он, когда я с ним разговариваю, допустим, хотя он по-русски говорит. А ты по-английски с ним разговариваешь? Ну, он иногда любит разговаривать с ним по-английски, но в целом он, сколько, 30 лет в России и по-русски может сказать. А у него первый язык английский, да? С которым он с молоком матери впитал в себя? Или тагальский? Нет, тагальский, конечно, да? тагальский. Хорошо. Ну, типа, просто у них же, как здесь, история, ну, как бы с этими диалектами в Бурятии. На Филиппинах такая же история. То есть там в каждой деревне свой диалект. И поэтому они, ну, как бы, если между диалектами будут общаться, они ничего не поймут друг друга. Поэтому у них как литературный английский выступает. Ну, да. Как буряты здесь как литературный русский используют, то, ну, я понял. Ну, и поэтому филиппинские няни и всякий вот этот мем, это, типа, очень классно. Ну, потому что они говорят на английском с ребенком твоим. Точно. Классным, не знаю, русским или не русским. Хорошо. Филиппинцы больше на русских похожи или на бурятов? Да, мне кажется, ни на русских, ни на бурятов. Хорошо. Ну, хотя мне тут говорят, что очень часто, что я вот похожа на бурятку, что когда, в общем, да. Это толстая лесть, скорее всего. Ну, это толстая лесть, поэтому, ну, то есть я как художник вижу, что... Там же христиане, кстати, да? Да. Ну, у них как? У них, значит, фанатичное католическое влияние. У них или у нас? У нас. Ну, как? У них, вас? у нас. Ну, как? Мы про кого говорим, допустим? Про филиппинцев. Ну, если ты будешь говорить, типа, допустим, про твою семью, ну, типа, не знаю, вот, они все католики, причем у них даже есть, ну, как бы такие прямо очень изощренные в этом смысле вот эти вот фестивали, когда они себя занимаются самобичеванием в местах, где... Это где Христа распяли? Да. Но и также они, я знаю, что, ну, то есть хиллерские практики всякие тоже... Хиллер от слова лечить? Да. Ну вот когда, как Гурченко рассказывал в «Любовь и голуби». Я не смотрел фильм. Да, ну в общем, там она рассказывает, что вот есть такие врачи, экстрасенсы, которые вот так вот без операции тебе в живот руку засовывают, вытаскивают пакость, и человек исцеляется. Понятно. Вот. Шикарно. Да. Шикарно. А тебе ближе бурятская, кстати, культура или филиппинская? Ну, сложный вопрос. Просто мне кажется, что я сейчас, так как увлечена изучением бурятской культуры, в данную секунду мне интересна бурятская культура. Но при этом я считаю, что мое здесь возвращение, оно в каком-то смысле поспособствовало, ну, то есть вот я в Бурдраме это чувствую, на самом деле к возвращению своим корням. Вот так вот. Да, то есть там как такой двойной блок. И, то есть, и поэтому... Короче, ты через бурятскую культуру копаешь филиппинскую. Да, я бы так сказал, если честно. Да, а ты поехал бы в Манилу куда-нибудь работать в театр, например? Да, меня даже позвали однажды, короче, поставить Чехова, по-моему, «Три сестры». В Маниле? Ну, типа, да, там один режиссер, вот, но слился. И я расстроилась, а я подумал, гениально, короче, Чехова, там, в Москву, где они говорят, ну, сделайте на Филиппинах. О, да. Круто. Шикардосно, согласен. Ты плотно соприкоснулся с местным культурным движем? Довольно, думаю, что да. Что больше всего поразило твое воображение, если хоть что-то поразило? Люди. Ну, люди. Типа? Очень талантливые люди. Ну, мы можем несколько персоналей Конечно. Нима Хипхенов. Раз. Потом, допустим, даже Маша Озонова меня впечатлила. Даже Маша Озонова, как будто бы она никого не впечатляет. Гадалка просто была только что до этого, поэтому... Маша Озонова, Нима Хипхенов. Потом Рома Шагланов. Сейчас скажу еще. Юмжана Сюй, Амгалан Ринчине. Да и на самом деле все, вот, с кем я общался, они по-разному раскрываются. Я могу всех типа перечислить, всех мероприятий. Прекрасно.
Ты что-нибудь слышал про такое понятие, как новая бурятская волна? Да. Ну, короче, есть такая движуха, что есть такая тема, что в прошлом году какой-то движ начался в Бурятии. Ты почувствовал его? Да, я вообще немножко в шоке, что как-то вовремя оказалось здесь как будто бы Ты вообще как-то, а может быть, все благодаря тебе, кстати, завертелось? Ну, может быть, не знаю. Ну, Фиг его ладно, знает. неважно. Это в других местах тоже так, или это в Бурятии такая тема только происходит? Ну, нет, есть на самом деле такие Это тоже везде такой волны. подъем, да, сейчас? Мне кажется, да. Ну, то есть, особенно вот в каких-то таких городах, ну, просто это очень часто происходит прямо в таких крупных городах-миллионниках. А здесь, ну, все-таки, хоть и в Улан-Удэ много театров и каких-то культурных мест, все-таки это же не город-миллионник вроде бы, да? Мне кажется, 500 тысяч или сколько типа там? того. Типа того. И вот это вот круто, потому что здесь уровень, ну, как бы города-миллионника такого. Хорошо. Сколько хочешь в Бурятии прожить? Да я знала, ну, на самом деле, что ты мне задашь. Я могу сказать... Откуда ты знал? Ну, в смысле, не потому что я подглядывала, а потому что, ну, это очевидный вопрос, мне его Давай. все спрашивают. Хорошо. Давай. И я могу сказать срок, который я сказала худруку, когда только, ну, то есть вот он говорит, хочешь остаться? И я говорю, вот такая-то дата, это точно. Сколько дальше ты точно посмотрим. здесь пробудешь? 3 года с момента приезда. То есть до 24 года? Это, да, а дальше посмотрим. Ну, потому что это правильная дата, чтобы, если ты хочешь действительно что-то классно сделать. Ты понимаешь, тебе сейчас 29? Да. Ну, ты, получается, свою быстротечную молодость немножко здесь составляешь. Я думал об этом, но Думала, почему? да? Ну, я же не трачу ее на самом деле, я проживаю и радуюсь. Или ты про что-то другое хотел спросить? Да не, ну просто время Типа идет, что, часики тикают и все ну такое. да. Ну а что тут делать? Ну то есть на самом деле я бы рада, ну то есть как-то вот сейчас уже у меня такой возраст, когда я подумала, что мне бы радостно было бы, наверное, иметь детей, но если... Ну я не про детей, ну ладно. Ну типа я не знаю, что это про часики тикают, ты имеешь в виду тогда? Ну Типа, просто, что время идет. Время идет, оно всегда идет время, ну в смысле... Ну да, но я говорю про быстротечную молодость. Время быстротечной молодости уходит, то есть. Ну, идет другой возраст, тоже не менее красивый. Ну что ж, Вот ты же рад своему возрасту? завидую твоей мудрости. Ну да, в моем пожилом возрасте, конечно, я рад. Что, ты не кайфуешь, что ли, от себя жизни? Да нет, нормально. Или ты хотел бы Да нет, эликсир молодости? Свои старческие забавы тоже имеются. Или ты с молодежью общаешься, потому что подпитываешься ее молодой силой? Вот ты нашла мой секрет. Ну вот, зрители, пишите комментарии на эту тему. Ладно. Более остроумные шутки я еще здесь не слышал. Еще буквально пару вопросов. Давай. Самое клевое по части Бурятии. Музы, Самое стрёмное по части Бурятии. грязные дороги и пыль. А самое клевое по части Москвы. Выставка, ну, много культурных А мероприятий. самое стрёмное по части Москвы. Много мерзких людей встречается иногда, прохожих. Абсолют или Титан? Титан. Почему это? Они на Сбермаркете есть, можно заказывать. Хорошо, хорошо. Олег Юмов или Саджин Жамбалова? Сайжин Джамбал. Почему? У меня с ним матч полный. Московская зима или бурятская зима? Бурятская однозначно. Почему? Солнце есть. В Москве солнца нет. Хорошо. Один из факторов переезда. Человек из Улан-Удэ, который произвел на тебя наибольшее впечатление? Ты. Шикарно. Русская еда или филиппинская? Русская. А русская или бурятская? Бурятская, может быть. Почему, может быть? Ну, как-то я вот сейчас начинаю с этим знакомиться гастрономическим, и мне нравится. Хорошо. Ты счастлива, Наталья Кейт? Что? Ты счастлива, Наталья Кейт? Да, я счастлива. Что делает тебя счастливой? Жизнь, время, обстоятельства, которые со мной происходят, везение. Хорошо. Блеск, шик. Замечательно. Нормально, прикольно, интересно. Супер. Все.